Это Илемпи. Она родилась в Чебоксарах в чувашской семье. Илемпи с детства говорит на двух языках – чувашском и русском, но в школе она изучает только русский. Почему? До 2017 года она, как и все школьники Чувашии, изучала и русский, и чувашский. Но теперь уроки чувашского не обязательны. Если хочешь изучать язык, нужно писать заявление. Почему? Потому что таков закон, который приняла Госдума России. Изучать родные языки можно, но по желанию. То есть родители Илемпи должны написать заявление о том, что их дочь в рамках предмета «Родной язык» желает изучать чувашский. Почему? Потому что в 2017 году президент России Путин заявил, что заставлять изучать неродной язык недопустимо. Почему? Потому что из Татарстана поступили жалобы, что в школах происходит навязывание татарского языка. Их поддержали русскоязычные родители из Чувашии. Они заявили, что детей не чувашей тоже принуждают изучать чувашский государственный язык, который при этом родным для детей не чувашей не является. Почему? Многих не устраивала методика преподавания. А еще родители, которые жаловались на уроки чувашского, считали, что из-за этого их дети недополучают уроков русского. Почему? Потому что все российские школьники по русскому языку сдают единый госэкзамен. Родители боятся, что их ребенок не сдаст. Илемпи будет изучать больше русского, чем тратить время на родной. Это Илемпи. Она родилась в Чебоксарах в чувашской семье.